Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Пшара. Сегодня в программе. В администрации президента прошла первая пресс-конференция Бадры Гунба. Торжественное заседание по случаю Дня дипломатической службы прошло в Сухуме. Столичные службы перешли на усиленный режим работы. В МВД обсудили готовность к курортному сезону. Итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, состояние энергетической отрасли страны, итоги Международного экономического форума, процесс внедрения контрольно-кассовой техники и множество других актуальных тем были затронуты в рамках пресс-конференции президента Абхазии Бадры Гунба. Открывая встречу с журналистами, глава государства подчеркнул, что подобный формат общения необходим и запретных тем и вопросов для него не будет. Шазина Ханагуа расскажет подробнее. В начале конференции глава государства подвел главные итоги работы за год и озвучил показатели исполнения бюджета. Внутренний валовый продукт республики в 2025 году вырос более чем на 30%. Доходная часть бюджета составила 21,7 миллиарда рублей, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Бадра Гунба особо отметил динамику роста республиканских доходов за счет собственных источников. Их доля превысила 61%. Что это значит? Что мы сами наращиваем свои возможности по укреплению нашей экономики. Хотел бы отметить, что если в суммарном выражении, что это значит повышение, это более чем в 1,3 миллиарда рублей мы пополнили бюджет в прошедшем году. Бадра Гунба подвел итоги поездки в Москву и встречи с президентом Владимиром Путиным. Это уже третья встреча в течение года, подчеркнул глава государства. Встреча проходила в доброжелательной и конструктивной атмосфере. Был поднят один из главных вопросов, беспокоящий наших граждан – вопрос пособий на детей и материнского капитала. Решение этого вопроса для меня очень важное, ключевое. Мы очень часто говорим о развитии демографии, о поддержке наших граждан, о социальных каких-то условиях, их возможностях. И я, конечно же, все свои усилия сосредоточу на том, чтобы решить данную проблему. И самое главное, я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и наших российских коллег, тех людей, которые в ежедневном режиме занимаются решением этого вопроса, решением и применением механизмов для того, чтобы наши граждане не сталкивались с этой проблемой. Обсудили ситуацию в энергоотрасли. С 2016 года Абхазия столкнулась с энергодефицитом. И, к сожалению, в последние годы дефицит электроэнергии только увеличивался. Бадра Гунба напомнил, что в период веерных отключений страна оставалась без света от 10 до 12 часов в сутки, что наносило непоправимый ущерб как гражданам, так и бизнесу. Президент подчеркнул, что этот осенне-зимний и зимне-весенний периоды прошли без веерных отключений электроэнергии. Каждый день на протяжении всего года, 365 дней в году, я ежедневно в 9 утра начинаю свою работу с аналитики, с потребления объемов электроэнергии суточных, начиная от притока воды, от уровня воды, от тех мероприятий, которые проходят сегодня на территории Абхазии в рамках реконструкции энергосистемы. И, наверное, вот такой подход дал и определенные результаты. Тут, конечно же, мы применили новые подходы, выстроили новые, взаимоотношения и формат работы с главного нашего источника генерации электроэнергии с Ингургэс. Мы начали в летний период более дешевые тарифы выбирать в Российской Федерации для экономии и более высокой выработки воды в водохранилище на Ингурской ГЭС, что позволило нам зимой до 1 января 2026 года пройти собственными ресурсами.
В Абхазии установят памятники добровольцам, пришедшим на помощь абхазскому народу в годы Отечественной войны народа Абхазии, а также бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции. И в рамках нашей встречи с Владимиром Владимировичем говорил на эту тему. Значит, хочу сказать нашим соотечественникам, передать слова благодарности за поддержку наших добровольцев, ребят, которые сегодня находятся на специальной военной операции. И как в годы Великой Отечественной войны сегодня наши добровольцы, ребята плечом к плечу находятся на фронтах специальной военной операции. Конечно же, потеря каждого парня, бойца для нас огромная потеря. И не чтить память людей, которых мы потеряли при таких сложных условиях, мы не имеем права. Хочу сказать вам о том, что и памятник добровольцам мы прорабатываем вопрос. Более того, предварительно мы уже нашли место установки памятника и также предварительно уже нашли место для установки в память погибшим на специальной военной операции. Пресс-конференция длилась 2 часа. Были затронуты темы, связанные с образованием, здравоохранением, массовым внедрением контрольно-кассовой техники и развитием инфраструктуры республики. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Смотрите пресс-конференцию Бадры Гунба в нашей сегодняшней программе сразу после новостей. Бадра Гунба встретился со священнослужителями Абхазской православной церкви во главе с иереем Виссарионом Аплия. Глава АПЦ рассказал президенту о текущей деятельности и актуальных вопросах, стоящих перед духовенством. В частности, речь шла о сохранении православных традиций, состоянии храмовых комплексов и организации церковной службы в районах республики. Бадра Гунба отметил внимание руководства страны к затронутым в ходе беседы вопросам. Торжественное заседание по случаю Дня дипломатической службы прошло в Сухуми. Министерству иностранных дел Абхазии исполнилось 33 года. Ведомство было создано в суровое военное время, когда до победы в Отечественной войне Абхазии оставалось 4 месяца. 17 мая 1993 года Владислав Арценба подписал постановление Президиума Верховного Совета о создании МИД Абхазии. На мероприятии присутствовали вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, члены правительства. Открывая торжественное заседание по случаю Дня дипломатической службы, министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц вспомнил о том, в каких сложнейших условиях создавалось ведомство 33 года назад, и поименно назвал всех руководителей внешнеполитического ведомства, многие из которых присутствовали в зале. Также в мероприятии принимали участие вице-президент республики Беслан Бигвава, руководители правительства, спикер и депутаты парламента, представители многих министерств и ведомств. 33 года назад. Это серьезный этап в развитии нашего ведомства. Создавалось оно указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Григорьевича Арценба, который в сложнейших условиях ведения войны принял решение о создании внешнеполитического ведомства. Можно, если переходить на язык образов, можно без преувеличения сказать, что абхазская дипломатия ковалась под огнем. Она создавалась не только в кабинетах, но и в местах очень близких к линии боевого соприкосновения. Послевоенный тяжелый период абхазская дипломатия обрастала опытом, впитывала в себя компетенции, и сегодня это полноценный институт, который отстаивает внешнеполитические интересы нашей страны. Международной повестки. Говоря о сегодняшней повестке МИД, министр особо подчеркнул важность стратегического союза с Российской Федерацией, обширные задачи по дальнейшему дипломатическому признанию республики и выступил с инициативой о принятии закона о дипломатической службе. Думаю, это придало бы новый импульс, достаточно серьезных подвижек в развитии нашей внешнеполитической деятельности, в укреплении институтов международной дипломатии нашей страны. Мы и дальше будем продолжать активно отстаивать интересы нашей страны на международной арене, будь то женевские дискуссии,
двусторонние отношения с нашими партнерами и друзьями, расширение наших политических, экономических, культурных и гуманитарных контактов по всему миру, там, где только появляется возможность для реализации интересов нашего государства. Поздравительный адрес от имени президента Бадры Гунба зачитал вице-президент Беслан Бегвава. Абхазские дипломаты достойно представляют нашу страну, последовательно отстаивают ее национальные интересы и укрепляют международные связи. Особо хочу отметить ветеранов дипломатической службы, которые стояли у истоков создания Министерства иностранных дел и заложили профессиональные традиции абхазской дипломатии. Сегодня особенно отрадно видеть в рядах министерства много грамотной, талантливой и перспективной молодежи, которая достойно продолжает дело старшего поколения дипломатов, сочетая профессионализм, ответственность и преданность своей стране. На Министерстве иностранных дел лежит важнейшая государственная миссия – продвижение и расширение международного признания Республики Абхазия, укрепление авторитета нашей страны на международной арене. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, новых профессиональных успехов и дальнейших достижений во благо Республики Абхазия. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин выступил с поздравлением от имени заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина. Возглавляемое вами министерство прошло непростой путь становления и сегодня активно решает важные задачи по развитию зарубежных связей республики и поддержанию стабильности в регионе. С удовлетворением отмечаем высокие профессиональные качества сотрудников МИД Абхазии, самоотверженно служащих интересам Родины. Придаем большое значение тесной внешнеполитической координации между нашими министерствами и заграничными представительствами. Это способствует укреплению российско-абхазской дружбы и упрочению международного положения республики. Желаю вам, уважаемый Олег Александрович, и всем абхазским дипломатам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. С уважением, Галузин. На заседании также прозвучали поздравления от имени Верховного суда Абхазии, Министерства обороны Республики, ректора Абхазского государственного университета и некоторые другие. Арифа Каббам, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж с торжественного заседания, посвященного 33-летию МИД Абхазии, смотрите в нашей программе в ближайшие дни. В честь 33-й годовщины образования МИД Абхазии президент Бадра Гунба подписал ряд указов о присвоении почетных званий. За личные заслуги в разработке и реализации внешнеполитического курса, отстаивании интересов Республики Абхазия в мире, развитии и укреплении политических связей с иностранными государствами, почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия» присвоено Шамбай Сергею Мироновичу. За личные заслуги в развитии и укреплении внешнеполитических связей, отстаивании и защите интересов Республики Абхазия почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы» присвоено Ахба Игорю Муратовичу, Гваджава Зауру Константиновичу. За вклад в становление и развитие дипломатической службы, многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия» присвоено Мирсхулава Ларисе Шалвовне, Таркил Мартину Раульевичу, Чкаду Астелле Шотовне. Вопросы проведения археологических изысканий на месте захоронения князя Килишбея Чачба, воссоздания разрушенного надгробия, а также выбора локации для установки монументального памятника в столице обсудил вице-президент Беслан Бегвава с членами Государственной комиссии по вековечиванию памяти владетельного князя. Был утвержден план научно-поисковых работ. Также на основе фотографии из книги Анзора Агумава «Старый Сухум», которая является единственным историческим изображением надгробного памятника, начнется разработка проекта по восстановлению разрушенного в советское время надгробия.
В Севастополе завершилась 44-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации, в работе которой принимали участие депутаты Народного собрания Абхазии. Заместитель спикера парламента Ашот Минасян, депутаты Аслан Лакоба и Беслан Эмурхба. В рамках конференции почетной грамоты Юрпа за активную и плодотворную деятельность и внесенный существенный вклад в укрепление межпарламентских связей были награждены Аслан Лакоба, Беслан Эмурхба и руководитель пресс-службы парламента Астанда Тапагуа. В рамках заседания Совета также состоялось подписание соглашений о межпарламентском сотрудничестве. В Генеральной прокуратуре завершены лекционные занятия, посвященные вопросам производства осмотра места происшествия с участием прокурорско-следственных работников. Занятия проводились советником юстиции Джамбулом Жаржаляни. Как сообщалось ранее, 8 апреля 2026 года по поручению Генерального прокурора Республики Абхазия Агарба Адгура Нукзаровича Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия было организовано и проводились лекционные занятия, посвященные вопросам производства осмотра места происшествия с участием прокурорско-следственных работников органов прокуратуры Республики Абхазия. Сегодня, то есть 15 мая 2026 года, проводится крайнее лекционное занятие на выбранную тему с участием прокурорско-следственных работников Центрального аппарата Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. Необходимо отметить, что лекционные занятия проводились прокурором-криминалистом Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, советником юстиции Жаржаляни Джамбулом Валерьевичем, который подробно осветил ключевые аспекты организации и производства осмотра места происшествия, а также обратил внимание на типичные ошибки, допускаемые при его проведении. Указанные мероприятия направлены на повышение уровня профессиональной подготовки и совершенствование практических навыков в сфере надлежащего производства следственного действия. Вместе с тем, по поручению Генерального прокурора Республики Абхазия, данная работа будет проводиться на постоянной основе и в ближайшее время в том же формате, то есть в формате лекционных занятий, будет освещаться иная актуальная тема, связанная с производством иных следственных действий. Столичные службы перешли на усиленный режим несения работы. В МВД обсудили готовность к курортному сезону. Совещание прошло под председательством вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут. Репортаж Адицы Сагария. Министерство внутренних дел активизирует профилактическую работу в курортных районах республики для обеспечения безопасности в летний туристический сезон, заявил глава МВД Роберт Киут, открывая совещание. При этом ключевым фактором успешного проведения курортного сезона должна стать качественная и своевременная профилактика правонарушений. Их надо патрулировать, отслеживать, смотреть, потому что бывали случаи, знаете, туристы куда попало сами ходят, и надо этот процесс тоже контролировать. Надо проводить профилактическую работу с теми людьми, которые пытаются зайти в определенные места, где могут произойти чрезвычайные ситуации. Так что максимально, насколько возможно, контролируйте. Ну и, соответственно, работу с теми местами размещения, которые у вас есть. Особое внимание будет уделено Гагарскому и Гудаутскому районам, где в прошлом году фиксировались противоправные действия в отношении отдыхающих. По словам начальника УВД по Гагарскому району Дениса Айба, общее количество сотрудников, заступающих на суточное дежурство по городу Гагра, 7. Столько же автопатрулей и пеших групп. Общее число составляет 22 человека. Практика за 2025 год показала, что преступления раскрываются, как правило, по горячим следам. Поэтому в зонах массового скопления людей необходимо дополнительно выставлять наряд милиции, а также наиболее посещаемыми городскими пляжами закрепить милиционеров, участковых уполномоченных другими службами. В настоящее время сотрудники различных подразделений, включая ГАИ, уголовный розыск, проводят ежедневные профилактические рейды. Особое внимание уделяется объектам туристической инфраструктуры и местам массового отдыха. В прошлом году проблемы в плане преступлений общеуголовного характера в отношении отдыхающих. Но это необходимо в первую очередь проведение профилактической работы. Беслан Русланович, я считаю необходимым в Гагарском и Гудаутском районах провести более, так сказать, точные мероприятия. Начальникам подразделений, вам непосредственно определить лиц, которые потенциально могут вынашивать преступный умысел. С ними необходимо провести соответствующую работу профилактическую для того, чтобы исключить возможность совершения преступления с их стороны.
Личный состав управления внутренних дел также переведен на усиленный режим несения службы. Как сообщил на ведомственном совещании начальник УВД по городу Сухум Астамур Хагуш, такие меры направлены на создание благоприятной и спокойной обстановки не только для граждан республики, но и гостей столицы. Ежедневно, ежесуточно проводим как гласные проверки личного состава, так и негласные. За систематические нарушения проводим служебные проверки, принимаем законные решения. Что касается обходов гостиниц, мини-гостиниц, столовых, кафе, у нас все готово, что подтверждается материалами. Везде установлены камеры, в основном есть охрана. Где нет охраны, значит, мы как оставили свои телефоны контактные, есть их телефоны, все на связи. МВД также усилит контроль над трудовой миграцией. Роберт Киут подчеркнул, что именно в отношении этой категории граждан совершаются тяжкие преступления. Кроме того, сохраняется риск нахождения среди них лиц, скрывающихся от правосудия и объявленных в розыск в своих государствах. Для минимизации этих угроз министерство будет проводить поэтапную проверку всех объектов, где трудоустроены иностранцы. Адис Сагари, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. В Сухумском районе на территории бывшей спортбазы задержали Анастасию Плашевскую, жительницу Свердловской области, по подозрению в распространении наркотиков. У нее изъяли 16 свертков мефедрона общей массой около 40 граммов. Плашевская заключена под стражу, возбуждено уголовное дело. Жительница Свердловской области Плашевская Анастасия Ивановна, 1978 года рождения, подозревается в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотических средств в особо крупном размере. Гражданка была задержана в селе Нижняя Шера Сухумского района на территории заброшенной спортбазы в результате совместно реализованной оперативной информации с сотрудниками УКОН и СОБР МВД Республики Абхазия. В ручной кладе задержанной сотрудники милиции обнаружили и изъяли 16 свертков с наркотическим средством мефедрон. Масса наркотика составила порядка 40 граммов. Прозрачный внутри пакет, внутри которого вещество светлого цвета. Гражданка Плашевская пояснила, что данное наркотическое средство она приобрела через мессенджер Telegram с целью дальнейшего распространения путем так называемых тайных закладок за последующее денежное вознаграждение. С какой целью вы это приобрели? Хотела заработать денег. Заработать денег? Хорошо. А сколько денег вам обещали за это? 100 тысяч. 100 тысяч? Вот за этот сверток, который вы подняли. При обследовании территории спортбазы в Сухумском районе на разных участках местности, указанных гражданкой Плашевской, обнаружены и изъяты 2 уже готовые к реализации закладки, которые не успели дойти до адресата. Общая масса изъятого наркотического средства мефедрон составила 42,582 тысячных грамма. В отношении Плашевской Анастасии по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, следственным подразделением отдела внутренних дел по Сухумскому району возбуждено уголовное дело. Последняя заключена под стражу. Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак останется в СИЗО, так как залог за него не внесли к концу банковского дня. Бывший глава Офиса президента стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Украинские следователи считают бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака участником организованной схемы по отмыванию 460 миллионов гривен. По версии правоохранителей, деньги проводили через проект строительства элитных домов в Киевской области. Еще в ноябре прошлого года разразился коррупционный скандал вокруг государственной компании «Энергоатом», в материалах которого упоминался псевдоним, связанный с Ермаком. Однако тогда официальных обвинений не было выдвинуто. Мы поговорили с доктором политологических наук МГУ Андреем Манойло. Мы обсудили, почему именно сейчас Западу потребовалось вывести из игры одного из некогда ключевых фигур в украинской политике. И чего ждать Зеленскому после такого предупреждения из Вашингтона. Вопрос о том, почему именно сейчас эта фактура реализована. Потому что все об этом знали, и оперативные следственные органы Украины давно это все документировали.
И вот здесь как раз ответ заключается в том, что это вопрос политический. Именно сейчас потребовалось эту фигуру основательно прижать, но даже не столько эту фигуру, сколько показать его патронам или патрону, что может быть с ним в ближайшем будущем. Не случайно ведь это дело раскручивает антикоррупционная вертикаль, которая в Украине создана американцами. Это, вообще говоря, способ Соединенных Штатов Америки в режиме ручного управления управлять теми территориями, где они ранее привели к власти лояльное руководство. То есть это параллельный инструмент, параллельная структура управления страной. Вот. В этом отношении, когда на Украине активизируется антикоррупционная вертикаль, это вот такой привет из Вашингтона совершенно конкретным людям, которые с точки зрения Вашингтона либо взорвались, либо слишком много о себе возомнили, либо теряют управляемость. Вот. И то, что под удар попал Ермак, ближайший сподвижник Зеленского, вот, это очень такой серьезный намек из Вашингтона, не из антикоррупционных структур, а именно из Вашингтона намек Зеленскому о том, что какие-то, видимо, договоренности, которые у Зеленского есть с Вашингтоном, Зеленский перестал выполнять, либо выполняет некачественно. То, что сделали с Ермаком, не является признаком того, что Зеленского тоже будут менять. Вот. Зеленскому показали, как это может быть с ним самим в любой момент. Показали на примере его вот, человека из ближайшего окружения. Вот. Ну и намекнули о том, что в следующий раз делаем это с тобой же. Вот. Я думаю, что Зеленский все понял. В Государственном таможенном комитете прокомментировали изменения ставок ввозных таможенных пошлин. Напомним, постановление вступает в силу с 1 июня. С 1 июня 2026 года вступает в силу постановление Кабинета министров о ввозных таможенных пошлинах. Изменения в рамках тарифного регулирования. При этом было учтено, что данный год признан годом села. Увеличены ставки пошлин на аналог товаров, производимых в Абхазии, в целях поддержания внутреннего производителя. Также увеличены ставки на подакцизные товары, транспортные средства с разграничением на леворульные транспортные средства и праворульные. Данный механизм разработан в целях безопасности, так как большее количество ДТП происходит на праворульных транспортных средствах. Увеличение ставок коснулись и тех товаров, которые долгое время не увеличивают. Хочу отметить, что правительством Республики Абхазия разрабатывается механизм регулирования ввоза товаров, приобретенных в маркетплейсах. Данный механизм будет действовать в поддержку бизнеса и равных условиях на рынке. Первый в этом году рейс скоростного судна «Комета» прибыл из Сочи в Сухум. В этом году навигация открылась на 3 месяца раньше. В прошлом году первый рейс состоялся только в августе. Среди встречавших первых пассажиров была элита рутинян. С минуты на минуту на горизонте появится судно «Комета», которое доставило пассажиров до морпорта нашей столицы. Это первая в этом сезоне «Комета». Планируется 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам. В соответствии с намеченным планом, вот сегодня, 15 мая, из порта Сочи в 9:30 вышло судно «Комета», космонавт Попович, которое с минуты на минуту должно пришвартоваться к причалу в порту Сухум. На борту у нас 58 пассажиров по маршруту Сочи-Сухум и 6 членов экипажа. Легко и грациозно, прорезая морскую гладь, «Комета» прибыла в место назначения. Пассажиры с нетерпением ждали возможности сойти на берег. Несмотря на пасмурную погоду, они остались под хорошим впечатлением от поездки. Первый раз на «Комете» ездили. Очень приятное впечатление. Быстро, комфортно.
Очень приятно. Мы приехали дневной поездкой, вечером возвращаемся обратно, посмотреть город. Межсезонье тоже очень приятно. На комете первый раз. Сухум раньше периодически приезжал. Естественно, это было на машине, обычная дорога через границу. Сейчас первый раз на комете. Погода, скажем так, не позволяет наслаждаться видами, но ощущение, что ты, во-первых, другим видом транспорта добрался, во-вторых, это быстрее, в-третьих, ощущение приключения появляется. Среди пассажиров и официальный представитель пассажирской компании Мирослава Дорогая. По ее словам, судно будет стоять в порту Сухума примерно 5 часов, а потом возвращаться в Сочи. Сейчас разрабатывается навигационный лист для туристов. В него будут включены основные достопримечательности столицы Абхазии, интересные места, рестораны. Она также отметила весьма комфортные условия кометы. Комфортно, без качек, потому что комета очень хорошо технологично построена. И, кстати, на любое место, где бы вы ни сели, будут открываться прекрасные виды. За 2,5 часа мы дошли, люди будут приходить сюда, приезжать на комете, приходить на комете и отдыхать здесь. И таким образом мы увеличим туристический поток в Абхазии. Проект реализуется по поручению президента России по утвержденной стратегии развития внутреннего водного транспорта до 2030 года. Планируется 2 рейса в неделю по вторникам и пятницам. Время кометы в пути составляет 2–2,5 часа. Естественно, в графике возможны изменения в связи с погодными условиями. И навигация планируется продлить до осени, до октября месяца. Крайние рейсы, которые последние будут осуществляться, будут тоже зависеть от погодных условий в октябре. Если будет хорошая погода, море будет более спокойным, соответственно, до конца октября оно будет ходить. Билеты уже можно приобрести на сайте kometaexpress.ru, это официальная страница данного перевозчика. Также можно приобрести в порту Сочи и в порту Сухум в кассе морского вокзала. Напомним, тестовый рейс судна «Космонавт Павел Попович» состоялся 6 августа 2025 года. Комета прибыла в Абхазию впервые более чем за 30 лет. Среди встречающих были президент Бадра Гунба и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Навигация стартовала 30 августа и завершилась 26 сентября. Все рейсы прошли практически с полной загрузкой. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Авиакомпания «Руслайн» открыла продажу билетов на рейсы по маршруту Сухум «Минеральные воды». Полеты начнутся с 3 июня, сообщает пресс-служба Сухумского аэропорта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю по средам и субботам на комфортабельных 50-местных самолетах «Бомбардир». Время пути 50 минут. 6 абитуриентов рекомендованы к поступлению в Театральный институт имени Бориса Щукина по результатам прослушивания в Росдраме. Комиссия Московского вуза под руководством художественного руководителя курса Ильдара Трамова и педагога Валерия Маркина прослушала 19 кандидатов. Финалисты отправятся в Москву для сдачи заключительных экзаменов и зачисления на бюджетные места. Руководство Росдрама выразило благодарность Министерству культуры РФ, Россотрудничеству Театральному институту имени Щукина и лично ректору Евгению Князеву за поддержку этого стратегического образовательного проекта. В Абхазском государственном университете прошел завершающий этап Олимпиады школьников «Путь к вершинам». Впервые в этом году к участию в ней были допущены ученики 10 классов общеобразовательных школ республики. Это решение руководства университета продиктовано в перспективе восполнить дефицит кадров, а именно по педагогическим специальностям на физико-математическом факультете, факультете географии и туризма, а также факультете биологии и биомедицины. По итогам Олимпиады победители и призеры будут рекомендованы к зачислению в АГУ без вступительных экзаменов. Основная наша цель – это создать условия для качественной подготовки участников к Олимпиаде и удержать таких ребят в профессии. Победители и призеры Олимпиады школьников «Путь к вершинам» для обучающихся в 11 классах будут рекомендованы приемной комиссией к зачислению без вступительных испытаний. Что касается победителей и призеров Олимпиады школьников для обучающихся 10 классов, то им предоставляются особые права
право, особое право, это право на зачисление в Абхазский государственный университет через год после окончания средней школы без вступительных испытаний. Причем каждый участник Олимпиады, ставший победителем или призером Олимпиады, должен через год подтвердить свое звание победителя и призера Олимпиады оценкой в аттестате не менее 4 баллов. И что очень важно для нас, победители и призеры Олимпиады школьников путь к вершинам среди обучающихся 10 классов будут рекомендованы приемной комиссией к зачислению без вступительных испытаний на бюджетную основу обучения. Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия сообщает о старте отборочных испытаний для кандидатов, успешно прошедших первый этап отбора в рамках квотной кампании 2026-27. Экзамены для кандидатов, претендующих на бакалавриат и специалитет, начнутся с 19 мая и пройдут в формате очного тестирования на базе Абхазского государственного университета. Подробную информацию можно получить в представительстве Россотрудничества в Республике Абхазия. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 16 и 17 мая в Абхазии ожидается неустойчивая облачная с прояснениями погода. Временами дождь разной интенсивности и продолжительности. Гроза, туман. Температура воздуха ночью 9-14, днем 17-22 градуса. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.